Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Брошены все силы. Дополнительные меры по отлову безнадзорных собак приняли в Якутске. Новая техника и дополнительные маршруты. В Нюрбинское автотранспортное предприятие закупили автобусы. Небольшой, но значимый юбилей. 10 лет исполнилось Комитету по молодежной и семейной политике Ленского района. Школьников с 1 по 5 классы из-за мороза в столице республики перевели на дистанционное обучение сегодня. По данным Якутского управления гидрометеослужбы, на 6 утра по местному времени температура воздуха в Якутске составила минус 45 градусов и штиль. Актированный день объявляется независимо от смены. Для школьников с 1 по 5 классы организуют дистанционное обучение. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины в Якутске. Напомню, трагедия произошла накануне. Тело женщины обнаружили на ипподроме после нападения стаи собак. К сожалению, это не первый случай нападения собак на людей в нашем городе. Все-таки городские власти в свое время не приложили должных усилий, чтобы избежать такого. Определенная ответственность лежит и на департаменте ветеринарии Якутии, который должен был следить за работой по отлову безнадзорных животных, отметил вице-премьер. Однако самое главное сейчас – это сплотиться вокруг общей проблемы и в кратчайшие сроки очистить улицы столицы от агрессивных собак, сказал Дмитрий Садовников. Мы считаем, что надо усилить работу по отлову безнадзорных собак на территории городского округа город Якутск. И здесь правительство республики будет поддерживать работу мэрии города Якутска. И здесь мы считаем, что то увеличение тех бригад, которых сегодня заявил глава городского округа город Якутск, оно должно быть кратно увеличено и не повторять таких трагических событий. Мэр столицы Евгений Григорьев принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в автодорожном округе и режим повышенной готовности по городу в связи с агрессией безнадзорных собак. По словам мэра, для отлова стаи собак, напавшей на женщину, мобилизована вся имеющаяся техника и максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии. Одной из причин трагедии Григорьев назвал федеральный закон 498. С момента его действия за последние 2 года в Якутске фиксируется увеличение количества безнадзорных собак на улицах, а также случаев проявления агрессии и нападений, хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до принятия этого закона, отметил глава столицы. Закон должен быть пересмотрен. Пересмотрен в сторону людей. Согласно наказам, которые есть у народа нашей страны. В ближайшее время мы отловим тех собак, которые проявили агрессию в автодорожном округе. Мы бросим все силы на то, чтобы эта стая больше не появлялась на улицах города. Для всех остальных собак с отсутствием бирки мы будем отлавливать. Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки, которые устанавливаются и прочее. Собак на самовыгул нельзя выпускать. Все собаки на самовыгуле тоже будут отловлены. В ближайшее время мы мобилизуем все возможные силы. После трагических событий дополнительные меры по отлову безнадзорных собак приняли в Якутске. Отмечается, что в округах города с 29 декабря организовано патрулирование с привлечением всей автотехники окружной администрации. Кроме того, для оперативной деятельности на базе ЕДД сформирован круглосуточный ситуационный центр. Номер телефона диспетчерской службы 44 46 54 и 44 42 29. Граждан просят воздержаться от противоправных действий и нарушений закона. Владимир Путин тем временем внес в Госдуму законопроект о гражданстве Российской Федерации. Текст документа опубликован в думской электронной базе. Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики России до 2025 года. Гражданство может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю нашей страны и основы нашего законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка.
При этом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство и признании российскими гражданами. Ростуризм представил проект нового закона о туризме. В документе предлагают пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров и создать фонд коллективной ответственности. Кроме того, в законопроекте обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрены правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность туристических услуг, а также на развитие кадрового потенциала отрасли. Впервые сформулированы виды туристических маршрутов и введены принципы территориального развития, пояснили в пресс-службе Ростуризма. Возвращаемся в Якутию. Нюрбинское автотранспортное предприятие расширяет свою материальную техническую базу. Глава района Алексей Иннокентьев вручил предприятию ключи от 2 новых автобусов. Техника приобретена за счет районного бюджета. Автобусы будут курсировать по новым маршрутам. Благодаря обновлению автопарка в Нюрбе появятся дополнительные маршруты, которые охватят отдаленные микрорайоны города. Автобусы были выделены в рамках муниципальной программы развития автотранспортного комплекса. Автобусы новые, они более экономичные, более безопасные, более удобные для населения с низкой посадкой. Они будут курсировать по маршрутам Бакджаля, Западный, по улице Комсомольская. В настоящее время они сейчас прошли полную техническую диагностику, полную документацию, все на постановку на учет произвели. И сейчас вот с Нового года они будут курсировать. 10-летний юбилей отмечает Комитет по молодежной и семейной политике Ленского района. За этот небольшой, но значимый срок специалисты молодежки реализовали немало захватывающих и увлекательных проектов, оказали различные меры поддержки и помогли не одной сотне людей в трудной жизненной ситуации. Подробнее в сюжете Анны Кожевниковой. 10 лет для истории организации – это немного, но даже за такой небольшой промежуток времени специалисты Комитета по молодежной и семейной политике несли весомый вклад в социальное развитие района. На их счету не только реализация крупных и креативных проектов, но и оказание различных мер поддержки семьям и молодежи. Ежегодно 10 многодетных семей получают почетный диплом главы Ленского района за вклад в воспитание детей. Мы выдаем в конце года подарки новогодние и детям из семей, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. У нас выдаются комплекты новорожденным. Народоразрешение мамочки также имеют право из поселка Витим, Пелиду и Талоны Нялы получить компенсацию за проезд. А каждому 100-му новорожденному комитет вручает по 100 тысяч рублей. Что касается молодежи, в программе обучения студентов за счет Ленского района сегодня 56 участников. Знаменитый молодежный форум «Ленский берег» в этом году тоже отметил десятилетие. Его фонд нынче составил 1 миллион рублей. С 2017 года комитет ведет работу с некоммерческими организациями. Их 49, и число постоянно растет. К нам вводят единицу, наконец-таки, потому что давно уже работаем за рамки Комитета молодежи, так как социально ориентированные некоммерческие организации у нас есть и возрастные. И данный специалист будет работать именно с организациями, которые либо уже зарегистрированы, либо хотят зарегистрировать свою некоммерческую организацию. Сегодня в комитете трудятся 11 человек, 2 из них в отдаленных поселках Витим и Пелидуй. Один из старейших сотрудников, стоящий у истоков создания комитета, Юлия Пожидаева. Она курирует направление ЗОЖ. Менялось и количество штатных сотрудников, менялось несколько раз наименование нашего комитета. В мои обязанности входит ведение антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике правонарушений. С прошлого года начали вести деятельность по созданию в школах школьных отрядов здоровья, которые будут заниматься популяризацией здорового образа жизни в своих образовательных учреждениях. С недавних пор в штате появился психолог. Основные направления в работе у комитета сегодня – добровольчество, профориентация, патриотическое воспитание, гражданское общество, молодежная политика, ЗОЖ. А для более успешной реализации всех планов молодежке нужен свой дом, свой центр. И такой подарок был бы самым лучшим в новом году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Айсен Николаев исполнил мечту особенного нерюнгринца. Летом этого года Роман Дроздов вместе с мамой побывали в Новосибирске, где мальчик познакомился с метрополитеном. После этого Рому захлестнуло увлечение метро. Теперь в доме Дроздовых повсюду самодельные модели поездов и железная дорога. Он самостоятельно изучил все, что связано с этой темой, и загорелся желанием посетить московское метро. В ноябре мама Романа узнала о всероссийской акции «Елка желаний» и написала о мечте сына. Не прошло и месяца, как Дроздовым перезвонили из администрации главы республики и сообщили, что желание мальчика будет исполнено. Накануне глава Нерюнгринского района Роман Чигильняк приехал к своему тезке, вручил подарок и сертификат на поездку в Москву и посещение московского метро. Айсен Сергеевич тоже лично позвонил маме и поздравил Романа с наступающим праздником. Это действительно новогоднее чудо. Это огромная благодарность этой акции всероссийской «Елка желаний», которая нам дала такую возможность поучаствовать в этом проекте. Огромная благодарность Республике Саха-Якутия Айсену Сергеевичу за то, что он выбрал и решил осуществить именно Ромину мечту. Для нас это просто какая-то награда. Никогда не забывайте о том, что нужно мечтать, потому что мечты сбываются. Государственный театр оперы и балета приглашает на легендарный балет «Щелкунчик». Накануне прошли 1 и 2 показы волшебной сказки, 3 и 4 показы намечены на 8 января. О закулисье, сюжете и особенностях новогоднего представления расскажет Марфирина Алексеева. Волшебную новогоднюю сказку на сцене театра оперы и балета играют ежегодно с 1997 года. Весь спектакль сопровождается потрясающей игрой симфонического оркестра. Задача актеров непростая, им без слов надо донести сюжет сказки и погрузить в волшебную атмосферу. Вместо слов говорят изящные танцевальные движения, мимика передает эмоции, а потрясающая музыка великого Чайковского заставляет переживать и радоваться вместе с героями балета. Основная декорация сцены сменяется 4 раза, будто переносит маленьких зрителей в совершенно разные локации. Сюжет балета не отпускает ни на минуту. Маленькие зрители пристально всматриваются в каждого персонажа. Щелкунчик, он идет как кукла, а потом он превращается в принца. И главную героиню отводит в сказочную страну. Вот опять вот мир мечты и самых заветных желаний. В мир заветных желаний и новогоднего настроения балет погружает не только зрителей, но и самих исполняющих актеров. Перевоплощаясь в Машеньку, вот даже сколько лет я уже танцую ее, очень много. Вот. И это всегда как-то по-новому, по-детски, всегда очень сказочно, очень как-то вот вызывает такие ощущения позитива, как-то вот дает силы жить дальше. Вот как в зал заходишь, репетиция начинается первая, все, музыка включается Чайковского, это вот Новый год, это все, настроение сразу, дух поднимается. Также на днях состоялась премьера мюзикла «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова. Режиссер постановки Дарья Потатурка, которая перевелась с Большого театра Беларуси. После премьерного показа коллектив театра получил щедрый, восхищенный отклик от зрителей. Яркий, красочный, динамичный, сочный, замечательный спектакль. Я думаю, что эта сказка «Бременские музыканты» будет интересна всей семье. И взрослым, и детям. Это замечательные мелодии, знакомые нам по одноименному мультфильму «Бременские музыканты». У гостей и жителей столицы все еще есть возможность посетить праздничные спектакли. Мюзикл «Бременские музыканты» состоится 2 января, а волшебный балет «Щелкунчик» можно увидеть 8 января. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.